Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наши поклонения, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами ля иляха илляллах, Мухаммад расулуллах. Алхамдулилля, по милости Аллаха, мы продолжаем наши лекции, и вчера мы с вами разговаривали, то что когда родители воспитывают своих детей, именно воспитывают сами. И они должны участвовать не только одеть, накормить, но они должны еще их обучать именно религиозным вопросам. Как мы уже сказали, это 3 вопроса, которые будут заданы в могиле, на них мы уже должны начинать готовить ответ с малого возраста. И Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи также сказал, то, что с 7 лет призывайте детей к молитве, а с 10 лет вы уже их побиваете. И это касается к посту то же самое. То есть мы по возможности наших детей должны приучать к посту. То есть поститься. Во-первых, для чего мы постимся? Цель поста какая? Да, все мы прекрасно знаем то, что человек, когда постится, он воспитывает свой нефс. И человек, который постится, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, если он не оставляет грехов, пусть это будут грехи языка, или глаз, или ушей, или, может быть, органов тела, то тогда Аллах субханаху ва тааля, он не нуждается в оставлении еды и питья. И вот здесь мы тоже должны объяснять нашим детям то, что когда человек постится, он не просто оставляет еду и питье, он тем самым воспитывает себя и оставляет грехи. Почему? Потому что чем больше мы приближаемся к Аллаху, тем самым мы больше начинаем Его любить и свой дараджа, свою степень возвеличиваем. Из-за этого с 7 лет мы наших детей тоже должны приучать к посту. Как это делали сахабы, они, когда ребенок хотел кушать или просил, то они давали им какие-то игрушки, чтобы они отвлекались, забывались то, что им надо кушать. Вот так они воспитывали. Из этого мы тоже, например, может быть, если уже ребенок понимает, то его можно разбудить на сухур. Объяснить то, что сухур, это очень важно, это барака, сделать дуа, перед тем, как уже время выйдет. И потом, пусть он прочитает намаз и ложится спать. И уже потом надо смотреть. Если ему тяжело, если на самом деле он уже бессилен, тогда можно ему сказать: все, ты сегодня постился до обеда или до 2 часов, ты такой молодец. То есть его надо похвалить, а не сказать: ты какой слабак, не можешь даже поститься. Нет, именно за какие-то определенные достижения мы должны их хвалить. Из-за этого вот так вот тихонечко он готовится. А если же мы будем говорить то, что он еще маленький, он еще, ладно, когда подрастет, может быть, будет поститься. То есть мы их и не будем ни будить, ни на утренний намаз, ни на сухур, тогда это все может сказаться плачевно. Из-за этого именно в вопросах поклонения мы должны проявлять усердие и напоминать нашим детям. То же самое касается и хаджа. Если у человека есть возможность, например, уже когда
этому ребенку 10 лет, может быть даже 12 лет, да, взять его с собой на умру, а может быть и на хадж. С какой целью? Во-первых, показать, когда человек одевает ихрам, то какой бы он ни был этот человек, да, богатый или бедный, знатный или нет, то они все там равны. Все в белых одеяниях. И вот здесь это является уроком. Почему? Потому что в судный день, когда мы воскреснем из наших могил, то все люди перед Аллахом будут равны. В одном обличии. Вот здесь у ребенка складывается впечатление, ага, оказывается, самое главное это что? Это довольство Аллаха. Потому что, когда человек приезжает в Мекку, то там сотни людей, сотни тысяч, может быть даже миллионы, да, которые что делают? Поклоняются. И когда он видит то, что, оказывается, не только папа или мама, или, может быть, так, там дедушка, бабушка поклоняются, оказывается, миллионы людей поклоняются. Тогда он понимает важность этого. Из этого вот в этих вопросах мы должны обучать наших детей. Также, когда ребенку становится уже 10 лет и до совершеннолетия, мы должны дать им воспитание именно бирруль валидейн. То есть это хорошее отношение к родителям. Это что означает? Когда родители разговаривают друг с другом, да, ни в коем случае ребенок не должен встревать. Он должен слушать. Как мы уже ранее говорили, когда он заходит в комнату родителей, он должен просить разрешения. Также, когда родители его накормили, напоили, одели, то он за них должен делать дуа. Рабби рхамхума кама раббаяни сагира. Рабби, о Господь, прояви свою милость по отношению к ним, к моим родителям, как они воспитали меня, будучи маленьким. Вот так ребенок должен за своих родителей просить дуа. Не то, что родители за ребенка. Нет, ребенок за родителей. И, конечно же, подчинение. Вот здесь приводится сура Саффат, 99-102 аятах, когда Ибрахим, алейхиссалям, он во сне увидел сон. Да, то, что своего сына Исмаиля он приносит в жертву. И когда он проснулся и обращается к Исмаилю. А Исмаилю в это время было сколько лет? 13. 13 лет. И Ибрахим, алейхиссалям, ему говорит, то, что я видел во сне, то, что я переношу тебя в жертву. Что мы будем делать? И смотрите, Исмаиль, алейхиссалям, он не говорит то, что я у тебя единственный сын, которого ты очень долго ждал. Неужели ты меня зарежешь? Нет, он так не говорит. А он говорит, подчинись приказу Аллаха. 13 лет. Это на что указывает? То, что до этого была уже проработана большая работа. Именно воспитательная. Потому что Аллах субханаху ва тааля, да, Ибрахиму алейхиссалям дал такое испытание, но когда отец обратился к сыну, сын его поддержал. Именно даже в таком вопросе он подчинился отцу. Из-за этого вот это именно подчинение, оно должно быть. Но, к сожалению, на сегодняшний день не дети подчиняются родителям, а кто? Родители подчиняются детям. Но если дети что-то попросят, все, на, пожалуйста. Но должны быть какие-то границы. Да, если ребенок чего-то достиг, что-то ему подарить, похвалить, пожалуйста. Но если это будет
просто так, то потом он привыкает к этому. И потом он уже становится потребителем. Из-за этого иногда надо учиться говорить «нет», ставить какие-то условия. То есть это главное, то есть подчинение родителям. Второй момент – это уже общение с бабушкой, дедушкой, то есть со старшим поколением. Это тоже очень важно. Почему? Потому что на сегодняшний день многие, они общаются со своими ровесниками. И общение со старшим поколением почти ноль. А с кого брать пример? Кто должен этот пример показывать? Потому что если примером для них будет кто-то из его ровесников, или может быть на пару лет постарше, то он ничего такого не достигнет. Почему? Потому что вот этот его ровесник, или может на пару лет старше человек, он еще не видел жизнь. Из-за этого наши дети обязательно должны общаться со старшим поколением, с бабушкой, дедушкой, может быть, с дядями, с тетями. В первую очередь, это, конечно же, поддержание родственных связей, что очень немаловажно в исламе, так ведь? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тот, кто хочет увеличить продолжительность жизни и увеличить свое пропитание, пусть поддерживает родственные связи. А если человек уже вот в этом мире, он разрывает их, то его ждет наказание. Наказание. Из-за этого именно отношение, общение очень важно с старшим поколением. И также мы после 10 лет уже должны обучать наших детей не только фарзам, но и дополнительным поклонениям. Даже не то, что дети, иногда даже взрослые не знают, зачем мы совершаем сунну. В чем польза от совершения сунны? То есть мы все прекрасно знаем, да, то, что если человек оставит сунну, то ему ничего не будет. А если он совершит ее, то и он получит что? Награду. Но он показывает Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Как Аллах субханаху ва тааля говорит: «Куль, о Мухаммад, скажи им, ин кунтум тухиббуна Аллах, если вы говорите то, что любите Аллаха, фаттабиуни, следуйте за мной, то есть за Мухаммадом, юхбибкум Аллах, и вас полюбит Аллах, ва яхфир лакум зунубакум, и Аллах простит вам ваши грехи, валлаху гафурур рахим, поистине Аллах какой? Прощающий, милостивый». Из-за этого, когда человек совершает сунну, он показывает свою любовь к Аллаху, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Второе, он свои упущения, недостатки, которые были сделаны в фарз, молитвах, поклонениях, да, вот этой сунной он дополняет и делает это поклонение каким? Совершенным. И плюс к этому он добивается чего? Правильно, шафаа, свидетельство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в судный день. Из-за этого мы, например, когда совершили фарз, то давайте покажем, скажем: вот сейчас надо сунну прочитать, да, может быть, 2 ракаата, или вот сейчас надо зикр сделать. Это все является сунной. Но мы на это тоже должны обращать внимание и обучать этому.
наших детей. Не надо говорить то, что ладно, это он потом выполнит. Нет, это мы должны делать сейчас. И, конечно же, когда мы обучаем наших детей, должны показать то, что получение знаний – это ключ к раю. Ключ к раю. Потому что если мы не будем познавать нашего Господа, если мы не будем знать, кто наш пророк, то как я или же наш ребенок познает его, как он его будет любить, как он будет к нему приближаться. Из-за этого вот это знание, которое мы даем сами или же оплачиваем и обучаем их, то бывает такое, то, что, например, отдал я своего ребенка в мадресе куда-то учиться. И потом, что он там учит, обучается или вообще он просто ходит туда, мы на это не обращаем внимания. И думаем то, что все, я с себя вот эту ответственность снял. Нет, неправильно. Почему? Потому что если я не буду смотреть, что он делает, что он изучает, то тогда я не смогу контролировать его. Я не смогу знать, чему он обучается, понимает ли он тему и вообще правильно ли понимает. Почему? Потому что все мы знаем, Аллах Субханаху ва Тааля нас создал разными. Кто-то понимает быстрее, кому-то дается это медленней, кто-то может вот эту информацию принять правильно, а кто-то может быть даже ошибочно. И когда наш ребенок что-то услышал, что-то изучил, и если он не знает, к кому обратиться, у кого спросить, то тогда он может заблудиться, ошибаться. Из-за этого мы на получение знаний должны обращать внимание. И в первую очередь, какое знание? Религиозное. А, к сожалению, на сегодняшний день вот эти религиозные знания у нас остаются на не то что второй план, а может быть даже третий, четвертый. То есть сегодня надо, чтобы наш ребенок говорил на английском языке, чтобы он был спортсменом, а может потом, чтобы он знал свою религию. Почему так происходит? Что? Неужели, например, вместо английского языка мы не можем обучить арабскому языку? Да, может быть, на сегодняшний день английский язык, он более востребован вот в этом мире. Но мы же должны объяснить то, что арабский язык – это слова, то есть это язык Корана. И если мы на это будем ставить упор, то он, иншаллах, возьмет и английский, и арабский язык. Иногда бывает такое, то, что мы делаем упор на школу и забываем давать религиозные уроки. Я сейчас не хочу понизить степень школы. Да, она тоже в нашем обществе необходима. Но религиозные уроки мы тоже должны давать. А у нас, к сожалению, ни родители не изучают религию, ни наши дети. Это давайте подумать, задуматься. И, конечно же, просить друг за друга. Просить дуа. Еще раз говорю то, что Аллах Субханаху ва Тааля любит, когда к Нему обращается. Аллах Субханаху ва Тааля, Он готов нам ответить и помочь. Давайте просить за себя, за своих детей, внуков, за мусульман. И как я уже говорил, когда человек просит дуа,
то он ловит сразу 2 зайца. Говорят, конечно, что нереально поймать, а здесь реально. Почему? Потому что ты просишь дуа, ангелы говорят аминь, и тебе того же. Из-за этого вот этот благословенный месяц, который мы живем, провожаем уже, прошел уже полмесяца, да, давайте просить, обращаться. Потому что мы делаем причину, а результат от Аллаха. И дай Аллах, чтобы, как Он собрал нас, наших детей, наших внуков в этом доме, даже пусть соберет в райских садах Фирдаус. Субханаллах, бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Джазакумуллаху хайр.